Галашин, боғадыр дед, шулзем, шовашы он, и сакрмашты жеткене гармырынде. Но, хамын шак шивзах var, но эссене, шав хамын архив музеyi эссененде. Онда философияле үйдуземінде хамырын, şu çandalık естествознание депарынде. Тогда и ты краеведский материал земінде краеведский материал нумайдах земман шигонна шкулба, ну и колхозба, шигонна ялбурны себе сельские районы, сельские территории. Сейчас зембенде, сейчас и не. Ундамантер дален елде ширно. Ну майран тепренизен, конечно, чак хамырын эдемлех, шаржинде бурнаган эдемлех космоса. Авиация урла космос, алындаман тедезен, краеведский материал, хамын тедезен, хундигам землерчиксем, хамда. Вот сейчас я был зембечигоном зене, так что электроника нагрцебдереп. Вот Владимир Петрович, сирияндя үтса, шагындегі эзбетелек, журналист, шандик теле, радио, организатор, шаксене история хвалас деп хам, пока ослозум на жюленчикне, шаксене бубазал барда, и тогда, надежду Владимир Петрович, мамичалере, панорамдек, целый рыночный товар, дек, она ховар заказбак, мы взаимно нескер, где продак, чамда, сараски ведь наман популяризирует васки хамын записине дек земенде калабаршалаша, хамын записине де, хамын меншик захуны земде, шуклабынде хам енде шуклабынде, хавак академики шабакта, заводивший экономист, хидепный ветеран, ну, хам хищен үрі жер хварастезе, Владимир Петрович шатыран чентарышне була. Вот альбома мындывашыне мынажак ябалында. Путеводитель бегінде. Путеводитель бег кизе, ол хамзырын гынашман дуза, вот самые года бензем архив музей интеллектуальной для смотрящих Земли на Вселенную. Кунданде Точинский филиал Шоршевского музея космонавтики. Вот когда кундак Владимир Петрович, значит так, он Тукмаков Александр Николаевич, кундак, уже в музей космонавтики вечером на кунда материал зем. Вот кунда хаман авиация космонавтика башиган на ютуб, дашемон кунда он Андриан Григорьевич Николаев, по-моему, Пырки Николай Васильевич Страшева зем, куда брали летчик зем, зембон буркиден кунда, хаман деде зем, хамда он, Микул деде, Петя деде, Акума, Хунджигам, Теллин, космонавт Леонов по зем, юбдашло, зем пидулай, кунда ялда хамарым де, эшление хамда армайыр летный училище гайнесерде, я мында аэрокоптер мен не вемана илмереше. Ну, он да, когда на Хагичамрыгенде, Рванцев Евгений Николаевич, вот сейчас на ближе духнанде, он космонавт сен опять недели гашенгабов, тогда пиде, Путин да, Ергеле, Син, дезе галапшатлахына, Суйланы, явнах, явнашанадов, Ельцина да, Филиппене, никам да, Пачалх Едвич, Зенет, Пердиде, Мендуса Галашмар, я даже не Галашин, Владимир Петрович, Эпшамна Галашин, вот. Вот куда были слаженно, сознаюсь, возможно, я диссидент во многих наших разногласиях. Вот и на этот раз скажу так. Хватит ругать советскую власть, коммунистическую партию. Надоели мне наши вечные дискуссии вокруг личностей Столыпина, Ульянова Ленина, Джугашвили Сталина, Горбачева, Ельцина и других. Друзья, ведь все это было. Были и они, эти личности. И это наша история, российская отечественная история. Так ею надо дорожить всегда. Теперь время смотреть вперед. Вперед, Россия, как призывает нас Владимир Владимирович Путин. Ну, настрой такой оптимистический, Володя, конечно. Ну, колхоз себе на земле, на хамам книги, где будет человек наглядный реформ, куман, пиде аграрной философии, на земле голландценде. Вот куда Михаил Герасимович долго по хамарам гвардии, Ленин ордена гвардии, колхоз. Менесебейщиком даже за аграрной философии. Вот куда шамна говорим, куда именно нажен галашин шепирен, район земли халя Владимир Петрович Кулар, где спевает на зен. Районного масштаба не энциклопедии, мол, кузем, да, тоже был зен, а энциклопедии в зене те были здесь сенькал, хожанда были в зен, богодир, где шени редакции, где в зене был совет самоменде, партии не рех, Сулынза Рахмадуна, бол свобода мышления Чилайшерде, бол Кассагайна Шинзене, ну репрессии ты шалагерде шалдан шалагереским мест, но шамдагна шамбагаларым. Етнангаларым, как халық академигі бұл нуманде, шак краеведский материал зене, ял
помнишь, Шанелле, редакции чугатни, Ширниде, Тюле, Ширниде, Бурунда была тешен. Сейчас же так, мен, сеню Бурунде. Память сильнее времени. Я знаю, мое родное село Тойси, как и любимая деревня, как и любая деревня, должна принадлежать истории. Должна принадлежать истории. Нельзя забывать нам и славную историю ордена Ленина, колхоза «Гвардеец». Однако мы обязаны по-новому как-то взглянуть на то, что представляет собой местная история, то есть краеведение. Кынай Чивай Хамрон, Чуваш нация академик сенеде, Чивай зене Шанбек Хамын, поддержтеген югасене Шудайне Галашин. Местная история, это которая, как правильно пишет историк Гамаюков, вопрос своей истории в журнале номер 9 за 96 год, он пишет, претендует, это вот краеведческий материал, любая местная история, она претендует на особую методологию, вот связанную с краеведением. Он правильно, вот этот историк, значит, Гамаюков, он правильно говорит в вопросах истории, предупреждает нас, что простота краеведения, она, значит, мнимая. Простота краеведения, она мнимая. Это научная дисциплина, такая же научная дисциплина. И в силу этого, поскольку краеведческий материал – это научная дисциплина, это материал, они должны иметь два уровня. Это эмпирический, эмпиризм, опыт, вот, и методологический. Эмпирический и методологический. Вот, к сожалению, вот второй уровень, вот это методологический уровень, пока, можно сказать, разработан у нас вот, очень крайне слабо. На мой взгляд, в рамках вот, классической отечественной истории, значит, она должна иметь свое место и локальная, вот это я подчеркиваю, локальная краеведческая история. Вот это шведи тоже хотел сказать. Галашин, куда хамалан, тужа шкуле был, тужа шкуле. Мол, Тойсинская средняя школа всегда славилась своими выпускниками. Здесь мои учителя любимые, здесь мои одноклассники вот 55-летие отпраздновать хотели в прошлом году, не смогли собраться вот пока. Правда, фотографии вон тускнеют, что-то вот так плохо. Ага. Но сейчас говорим, учитель, это звучит, конечно, гордо. Вот я тут написал как бы обращение к потомкам. Уважаемые потомки, никогда не забывайте своих учителей. Пускай учительский вальс, все я пока в данный момент не буду читать, потому что отдельно, что, наверное, Владимир Петрович, мы сделаем, ну, сколько частей там, 10 не будет, по логическим блокам, по тематике проведем вот это. Я хотел бы попросить вас, чтобы мои записи, они остались озвученными. Когда я еще наберу, тем более компьютер я набирать не мастак, тем более вот поэтому. А свои соображения по геокосмизму, вот она моя книга, вот Чувашская народная академия, вот антропогеокосмизм, это моя философия, естествознания, она как синтез науки, религии и искусства, она чтобы осталась вот такой озвученной. Хотелось бы, потому что я думаю, возможно, в многих вещах я ошибаюсь, во многих вещах я, может быть, соображение дилетант, но, однако, я всю жизнь учился и, имея звание народного академика, не какой-то, а вот народный, значит, любознатель, увлекаюсь, поэтому я вот и решил, значит, решил посвятить свой архив-музей вот таким глобальным вопросам человечества. Вот. Всегда, да, по большому счету я, уважаемые коллеги, любознатели, я поверил в стандартную модель эволюции Вселенной. Знаю, что любые системы в природе, они открытые, то есть все системы любого порядка, они являются открытыми. И я уверен в надобности единой, так называемой, такой единой ЕСМШ, единой синергированной методологической
школы языкознания, наукознания, извиняюсь, наукознания. Вот здесь и философия, и физика, и классические науки, и неклассические, и даже постнеклассические науки. Тут даже у меня соседствуют и метафизика. Вот я написал здесь, Владимир Петрович, вот от физики атомной, вот там он, от физики атомной, ядерной, квантовой, от свойств элементарных частиц до эволюции бинарной ДСМС Вселенной. ДСМС, то есть диалектически самодвижущихся материальных систем. Вот здесь мы видим моих выдающихся учителей, вот такие как Искаков Борис Иванович, Сашинский Сергей Анатольевич, Малышев Борис Тихонович, Вернадский Владимир Иванович, Эйнштейн Альберт Эйнштейн, Ломоносов, Циолковский, Чижевский, Лесков, Моисеев. Вот эти все, они титаны, которые, значит, они возбудили во мне вот такой интерес к познанию тайн нашего мироздания. Я в завершении могу только сказать, что величие, конечно, современных классической науки, сила, это сохраняться будет всегда, но и метафизика, и даже отчасти и теология, связанная с религиозностью, вот, это вот понятие, это вопрос спорной религия, но однако я говорю, это религия, православная религия, я об этом говорил и буду говорить, всегда она имеет православные глубокие нравственные корни, и в этой связи я религию тоже не отвергаю, и в моем антропогеогеликосмизме, значит, в основном, это три единое понятия: наука, искусство и религия. Вот благодаря вот таким вещам, зная величие нашей науки и силу наших человеческого воображения, вот я и пришел к тому, что все-таки космос становится нам ближе. Владимир Петрович, я так думаю, космос становится ближе. Чем более, и это правильно, земные проблемы глобального масштаба, они в дальнейшем, далекой перспективе, они не могут решаться. На мой взгляд, друзья мои, на мой взгляд, земные глобальные проблемы, они не могут решаться без помощи, без освоения космоса, во-первых, и без освоения Вселенной, скажем больше даже, да, вот, потому что у Земли проблем много, и я уверен, и на помощь Земле вот сегодня приходит Вселенная. Человечество, Земля, Солнце, Вселенная. Я рад, что сбываются слова советского философа, был такой философ Урсул. Так вот, он в своей книге, он пишет, значит, вопрос о внеземных цивилизациях, он новый феномен современной науки. И он пишет далее, что мы должны лучше, глубже и всесторонне познать космическую сущность человечества. Свою мысль хочу здесь выразить словами другого выдающегося астронома, радиоастронома Панохтина. Вот он тоже, касаясь темы внеземных цивилизаций, он пишет, значит, сейчас я завершу, Владимир Петрович, это то, вот тема внеземных цивилизаций, это то зеркало, в котором человечество рассматривает само себя и дает оценку своему месту во Вселенной. Вот, так что пытаются определить свою космическую судьбу. И в завершение хочу сказать, вот у меня вот, смотрите, вот сейчас Солнечная система, жизнь Земли. Я тоже хочу сказать, вот как и автор этой книги мне, Клушанцев, да, одиноки ли мы во Вселенной? Я хотел бы ответить, Владимир Петрович, что мы не одиноки во Вселенной. Слава нашим космонавтам, вот поэтому я при архиве музея как раз и Тольшинский филиал Шоршинского музея космонавтики объявил там на 45-летие в декабре 2017 года, в прошлом году это было, отмечали мы 45-летие открытия Шоршинского музея космонавтики, значит, там я объявил, что мы челотойщи, марпасадцы и батыревцы, тойщинцы и, значит, шоршинцы будут побратимами. Ну, это были старые советские времена, вот такие
течение было. И сейчас это не имеет глубочайший смысл. Хотелось бы, чтобы у нас авиация, космонавтика, наука, и искусство, и религия в какой-то мере, значит, пределах ее использования, они могли нашли применение наших синергированных, то есть объединенных как бы знаниях. Ну вот коротко, Владимир Петрович, спасибо, как всегда вам я говорю. Şuradan благодарить, ну, şarjınca baka porunacık niye, uçacılayınca niye ospuşpa, значит, чевая балзаненде, вот, мендуаскелет, прескелет, вот, мен был тенди, аста тенди, вставал, борталны gezem, şambada yapkan, şitmeden yitne, şim, hal şitmeden, vişe duldardımınca, kıvattımın şimdi. O şuklap, вот, millet alamalı, Hama cevaplı sultan, şak tenci, hasta tenci, hamşın, bol, manjığına vardı, pulinjin de pilinjin, milyonlar halık temjin, milyarçar, şimdi zemle bir bu napar, sözcümür şimdi, sakır milyarda yakın şimdi bu napar. Вот, hama cevaplı sultan, вот şak şu tencere, вот şelenmeyi sandım. Вот, onun bu bastı gemadan intensinde, şamba da hep hama, cebircükne, hep çavaş, şimdi, padeye çavaşı, kulit uca şimdi, çavaş. Вырос Россия рабуна, но где Хамар Шарахтада, гражданин мира здесь эти журнал. Шамбада, видите, Шагенбек музея, Владимир Петрович, Шагенбек музея, значит, Ирасунза, пойдем Хаваха, Ирасунза, Шахам Батлахра, вот всегда куда я в веншпиле своих философских эссе, размышляя о своем преклонном возрасте, словами американского дирижера, музыканта Леопольда Стоковского хочу сказать вам, друзья. Старость прекрасна. Она похожа на апофеозные аккорды симфонии жизни. Вот и я хочу доплыть до последней своей пристани на всех парусах, Вот сама выразум загадетер, добро пожаловать, реки Митагес, Веркоме. Вот, друзья, создал свой архив-музей на добрую память о нас, пожилых, и ушедших из жизни товарищах. Тем более, сознание будущего связан со смыслениями прошлого и настоящего. Поэтому объявляю вот этот дом-музей, интеллектуальное чтение, дом-музей Солныных, объявляю это достоянием народа. Объявляю это достоянием народа. И прошу вас об одном. Сохраните мою философскую синергетику в пространстве решения глобальных проблем. Ибо я уверен, друзья, Россия, устремленная в будущее, она еще добьется значительных успехов, дальше пойдет, у нас никаких отставаний нет, как вот иногда на передачах мы прямой эфир, время покажет, смотрим, Россия остается. Россия никогда не отставала, она всегда была и на этот раз будет спасительницей мира. Она всегда показывала добрый пример прогресса. Ну, и музей этот я посвятил, вот у нас целое скопление было, вот 175-летие Троицкой средней школы было, одновременно Свято-Троицкой церкви. Кстати, новое здание мы построили, я главой сельской администрации, вот отец Николай, мы это новое здание сейчас в селе Тощах, вот пассажиры проезжают, когда по большой федеральной трассе, ну вот трасса Батырева-Ячки, во всяком случае, вот там есть прекрасная церковь, это вот 175-летие, меня, кстати, наградил епископ Алатырский, Порецкий, значит, Феодор, архиерейской грамоты. Вот 90-летие Батыровского района было. И вот недавно мы были в составе делегации Чувашской народной академии, а это здесь в целом это здание, как бы это здесь располагается секция моделирования Чувашской сельскохозяйственной, Чувашской народной академии. Вот, и это мы недавно в составе делегации, я возвращаюсь к тому, что, о чем хотел сказать, 170-летие патриарха Чувашской просвещения культуры. Вот были у них в Симбирске, в школе, в этой школе. Я приятно очень удивлен, насколько был Иван Яковлевич Яковлев, у него был, насколько он был такой дальнезоркий, он видел все. И
он всегда нас призывал, вот это завещание духовное чувашского народа для меня имеет глубочайшее, ну не только для меня, конечно, вот я тут для меня много говорю, это я говорю от имени вас всех, для нас имеет это очень большой смысл, очень большой. Мы должны быть с русскими, мы, чуваши, всегда жили рука об руку со времен Ивана Грозного и так далее. То есть вот так, в таком плане, значит, это музей посвящается, и это как бы в целом освещается как дом просвещения. По этой улице Ленина, вот улица Ленина 44, Владимир Петрович здесь, улица Ленина 44, вот в этом доме я проживаю, значит, вот я проживаю здесь, вот. Лишь восток приезжал, восток прием. Андрей говорит, подведет себе. Вот, значит, Владимир Петрович Сумаха Пендесе Бунмайнде, Шамна Галас Септаданде, Силимде Узугурза. Наука ба интересендем, Хаменде книге, дешен худ книге, бол манжен, бол яланах, бол худ книге, манжен, бол земле хаква я балады куменде. Просто времени Эмет Башебе, Хамате Бальшнебе, Мелегаламала, Хамате Бальшне, вечный студент, Эзедигалат, энергий студент. Рене радар, книгазин радар. Килайди нигазин, ну май бугунже шавшит мезула, иди институт, аспирантуру мускара, защита, тумадырдын зан, мана голова назывка запусти, защитине, кандидат экономист наук, москатен, доктор неде бумакулату мурчубулинде, книгазин геманазем. Аласте силин, давно докторский сил, молодец. Экономических наук. Ну, я халак академии бумбиги мана мой дара не псавнат. Евгений Евстач пигиди хамран от Иванов Станислав Гульевич. Тогда это ему да Ластухи на бед академии. Иван Степан Дубанов позем. Пиду мана хаклады. Халак академии где прият подзать Андрей чистую инженерную. Там же нагадала чисто человеческий. И знак, что она сейчас звание ман оправдать вот. Вот быть хаитне Бунда Хормажем Эмердих, француз, инженер-химик, вот Марселен Бертлоговать. Наука не может оставаться уделом тесной олигархии, где кандидат, доктор наук, халак академии, он поддержит тоже помогла, понегура. Потом нажень, а куда сигнат был, логика бада. Наука не может оставаться уделом тесной олигархии. Все в пределах возможного должны быть приобщены к ее благу. Обладание ею является необходимым условием успеха самих приложений. Их развитие не вяжется с общим невежеством. Замечательно. Вот шаг я балзем, она, конечно, вот. Мендураш, епхал, пангигон, ундахальман целая рабочая тетрадь, хаман мензембенде, предушаебе узугурза, хаман дада творческие воображения зембе узугурза и бахал. Шагом бегенде, загаром, есть еще потеряхаларом единая синергийная методологическая школа наукознания. Решил заняться серьезно в обществе вот таком. Он тепкан бизе макунданде, Владимир Петрович. Вот шуланда, вот антропогеогелиокосмизм дебенде. Книги дегладым дерем потеряхаларом. Он для наукового искусства религии дезе. Вот. Космосом делал вселенные более-менее упорядоченные пайдезер плаха. И вот сагында и бен менгалашын. Шанахта шутлазасын, юлдашем еп шутлап. Вот тенде сакунюзем тарон, озене алло, озене подземельме классиковую науку земле, земле дебаш, но классическая наука по мере возможности все равно. Пунеде эксперимент шайнде, туза доказать тумак
ханзыр дешине юлдаши. Те биржукне воображение, те биржукне чувство, ощущение земле. Хован пустили, да, вот зем, вот шугурсем шайлар жулы gibi барапилин, тукса гаймала была, сейчас учат тукса гаймала была, классикала наука земле. Физика, метафизика, химия, метахимия, биология, метабиология тогда идти. Вот это şambaday ben galaşan. Религия bilen, budan nakillim var. Agep, şambak şirdim. Нам не надо стесняться и религии. Совет собрание деченах табилен чиркусен шемерсеп едмер болып те бір вопрос инде крайление пажра калам методология инде устанала уртлара думалахында. Вот Альберт Эйнштейн унда да он вырылмасы маке. Вот это ведь кто такой Альберт Эйнштейн? Это величайший физик-теоретик. А вот Менгалана, нельзя верить в безбожную науку. Безбожная наука хромает, Хебебекшир Зауда. Вот. Аман Хаман, я сказал, высший разум Вселенной, где здесь нет Дашем. Это великая тайна природы самой. Нигамда тандене туман, тандехой не думал, тандене хой тандене думал. Хой дуза адамдар забрал. Он Мухтар Хаман Дуратна профессор, МГУ тренировал, значит, Борис Тихонович Малышев. Педенбектен делал дырат Хойдельден самодвижение. Хойдельден адаланца быраган материалды система земли. Без СМС. То есть, вот Шабжутлан Духсасан, манжин был, высший разум вселенных, и не говоря, это великая тайна природного естества. Вот, и я считаю, вот это движение без СМС, никакого бога-творца нет, я считаю его архисложной формой проявления самодвижения вот этих диалектических самодвижущих материальных систем. Вот чатларах кайсан деди, шак хамын антропогеокосмизм, где два диабола были, антропо, человек, гео, земля, гелио, солнце, космос. Вот. Человек, земля, солнце, космос, да? Сейчас земля, сейчас хран, вот, вывод, поделяем, мне казалось, поделяем, Владимир Петрович. Вот, кот козанде, конечно, юмор он нам заберет, да? У меня эксперимент шайн, где был поделение с поделением, но фантазии, любая наука начинается с фантазии. Вот Шамбада говорит, а все-таки, я бы сам рапорт давал, за кажущейся сложностью мироздания скрывается четкий порядок. Иногда кажущимся хаосом управляют законы, те же самые, которые мы должны понять. Опять-таки я ссылка на Альберта Эйнштейна. Он удивлялся, такой великий человек, он гений человеческого ума, я бы его считал, да. Сам великий физик-теоретик Альберт Эйнштейн удивлялся, самое непонятное вещь в мире это то, что этот мир подается пониманию. Вот это меня было. Владимир Петрович, всегда так.